Здравствуйте, друзья! Я Петр Цепандин, программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. Как обычно, мы находимся в уютной гастро-студии ресторана «Мусхая», но я сегодня один, без Семена Тарбахова, который уехал в командировку. И к нам сегодня, точнее, ко мне сегодня в гости пришел руководитель ГАУ «Якутлесресурс» Джолустан Хон. Джолустан, приветствую. Приветствую. Да, я уже объяснял тебе концепцию нашей программы. С чем ты к нам сегодня пришел? Традиционный вопрос. Что будем готовить вместе? Ну, я не любитель готовить, на самом деле. Вот. У нас сегодня будет готовиться хачапури по-мигрельски. Ага, я смотрю, ты рецептик даже, да? Да. То есть, получается, это не твое профессиональное блюдо, да? Ну, то есть, ты его готовил? Нет, это для перекуса, чтобы как бы сама тема такая, что мы будем готовить вообще без муки, без сахара. То есть немножко только оригинальности, да? Да, оригинальности там. Ага. А почему именно это решил приготовить? Ну, попробовать? Вообще я приверженец правильного питания уже последние 5 лет. Знаю, почему это нужно для организма и так далее. Сахар не ем. Сразу возникает вопрос, муку не ем. С чем это связано? Связано это с, самое главное, со здоровьем. То есть то, что мы питаемся, чем правильнее мы питаемся, тем и дольше живем. Я в свое время прочитал книгу японского профессора Хирошими Шинья. Там интересная книга о вреде такого правильного питания, как можно дожить без болезней до 100 лет. И там все вот прямо прописано, каким образом отказаться от белой муки, тех или иных продуктов, да? Да, тех или иных продуктов, почему, зачем и так далее. И сразу понимаешь, что те продукты, которые мы повседневно кушаем, то есть 90% населения, оно для организма ничего хорошего не дает. Даже так? Да. Да, ну, может быть, я сейчас поспорю с тобой, да, попробую не согласиться. Все-таки же сейчас разные мнения существуют. Да. Сначала кушали все подряд, там, да, и потом начали считать, что соленое нельзя, сахар нельзя, жирное много нельзя. А сейчас вроде говорят, сейчас немножко сала, ничего страшного, там, да, шоколад даже можно кушать и все такое. Ну, то есть... Да нет, я не имею в виду, что полностью надо отказаться от традиционных продуктов питания. Просто надо их потреблять, надо сказать, по времени, да, когда надо потреблять. А желательно, вот вообще я говорю, что вот белой муки отказаться. Сахар, соль и так далее. В умеренных количествах, конечно же, это никак не возбраняется. Ну да, само собой понятно, что если мы только соленое сало будем кушать, ничего хорошего это не произойдет. Конечно. Если только это будет такая пища, да. Ну, нельзя сказать, что я вот полностью там отказался от каких-то продуктов. Я ем мясо, я ем те же продукты, что и ел, просто знаю, когда это есть, в каких количествах есть и так далее. Слушай, а на твое мнение, да, раз уж ты, как говорится, 5 лет уже изучаешь правильное питание и как это все правильно должно происходить, на твой взгляд, есть региональные какие-то такие предпочтения, да, либо там национальные предпочтения. Допустим, мы живем в суровых условиях довольно, да, это же факт, согласись. Вот. И что нам обязательно надо мясо кушать, например, северным народам, а тем кому-то, может быть, и не нужно. Или национально. Мы якуты, вот мы что, нет, кушаем это обязательно. Оленину кушать, там, жеребятину и так далее, это обязательно. Просто мы столько энергии не тратим, как наши... ну да, у нас жизнь стала легче. Да, конечно, да. Мы за зверем мы уже не бегаем живем по лесу. в благоустроенных домах, мы работаем рядом с домом, ездим на автобусе, дрова не колем, лед не заготавливаем. Единственный физический труд – это вынести мусор. Да. Это же закон как бы сохранения энергии. Если человек
много употребляет калорий И не сто- тратит их. и не тратит, соответственно, это все накапливается. Ага. А если ты следишь за этим моментом, то, соответственно, и выглядишь. Ну, собственно, ты, скажем так, ну, неплохо же выглядишь. Для своих лет хотел было добавить, но передумал. Вот. Ну, это же как бы чисто как бы я сам за собой слежу, но я бы желаю, да, там, понянчить своих внуков, правнуков, может быть, да, и так далее. Это же мы всех хотим дольше же пожить, чтобы быть энергичными, в Полными сил. ресурсном состоянии, да, Да, полными сил. продолжительное время. можно Да, и сказать. максимально продолжительное время. Да. Ну что ж, давай, начинаем. Ты примерно сказал, что это не так уж и много времени тратится, Да. но все-таки нужно успеть. Да. Давай. Давай. Что- Посудку, Какая нужна творог, посуда? творог. Творог. Так. Мгм. Творог. Это самый главный наш Ага, ингредиент с творога. сегодня. Ты сказал без муки и с творогом, да? Да. Ага. И пару посудок, да, вот таких. Какой, нужно. побольше, поменьше? Средний, вот второй. Наверное. Вот это. Второй. Вот. Яйцо одно. Яйцо одно. Мгм. Держи. Так. Одно может взять. Мгм. Так, как ты просил, кстати, я духовку уже урубил. Да. Да, она Ага. в 180 нагревается. Противень нам нужен. Противень. Бумага перманентная. Бумага, все подготовлено. Ну и маслица. ингредиенты вместо муки. Вот это. Ага. Так, про него ты обязательно отдельно объяснишь. Да. Хорошо. Так, у нас Значит, берем творог и типа вилки, наверное, да, вот взбивать там. замешать, да? Мгм. Держи. Мусор вот под тобой сразу туда можешь скидывать. Мгм. Так, на какой режим поставить нам нашу духовку? Потому что- 180 градусов. Нет, 180 градусов, какой режим? Может, ты сам выберешь? Смотри, тут есть мясо, выпечка, видимо, курица. Что у нас, Вот, да? типа пиццы. Да, да, да. Хорошо. Вот. Ну, работаю я последний с 2015 года лесником. Тушу лесные пожары на всей территории республики. А чем вообще, вот, я знаю, что это подразделение МЧС, да, или как? Не-не-не. Нет, это отдельно вообще. Да, государственное автономное учреждение это подразделение. Поэтому, но благодаря работе правительства Арсения Сергеевича на сегодняшний день и Якут Лесоресурс, и Авиалесохрана получили дополнительные штатные единицы, и я думаю, что в текущем году у нас готовность к пожароопасному сезону будет намного лучше. Мгм. Ну, то есть прогнозируете, что, ну, Да, даже Какие- если пожаров очень много будет, то, соответственно, мы постараемся зачатки их максимально ликвидировать. мгм. В прошлом году у нас сколько пожаров было? Ну, порядка 564 пожаров было, да, зарегистрировано. Это Зарегистрированных. зарегистрированных, которые мы тушили. Мгм. Ну, это
как мы говорим, дальние территории еще были, да, которые, ну, невозможно не доехать, не долететь и так Ну далее. да, в силу логистики. И последние годы почему-то мы вот смотрим, что северные территории у нас еще горят. Да, ну Верхоянский позапрошлом году вообще Да, страшно горел. Верхоянск, Мома, Да. в прошлом году Эмиконский район горел, да, Абыйский горел. Ну, то есть нехорошая тенденция тоже идет, да. Грубо говоря, не успевали реагировать на те пожары, которые сама природа к нам Подкидывала. посредством сухих гроз подкидывала, и ситуация вот ухудшилась. Сейчас, вот, если у меня в прошлом году было 190 бойцов, можно сказать, да, в этом году мы, благодаря вот этой работе правительства и Алексея Сергеевича, мы добавляем до 564 человек. Это же огромные силы. Ну да. Плюсом мы набираем 371 человек. Ну и техники мы последние годы, 3 года, благодаря нас проекту «Экология», закупили там, около 120 единиц техники. А до этого, считайте, последние там 10 лет вообще ничего не закупалось. Не закупалось вообще. Да. Ну и, соответственно, у нас сил, средств, возможностей не было. Так что, как сказать, нет худа без добра, можно сказать, да? Работа ведется, она такая планомерная. Вот, я говорю, что я с 2015 года вот конкретно в лесном хозяйстве работаю. До этого был в должности заместителя руководителя департамента по лесным отношениям. Тогда у нас отдельный орган был. Потом его в 2018 году присоединили Министерство экологии. Ну, и меня вот перевели в учреждение. Оно существует с 2008 года, само учреждение. Ну, также с изменением лесного кодекса к тому времени вот мы хозяйствующие функции разделили от контролирующих функций и вот создали тогда учреждение ЕКУ. Еще раньше был, помните, да, Центр лес так назывался. Центр лес мы были, потом в 2011 году мы как бы преобразовались. Ну, то есть, получается, это юридическая реорганизация, да? Реорганизация Да. происходит. Ну, в соответствии с лесным кодексом. Сейчас у меня 22 филиала в районах республики, да, учреждений. Как я сказал, 190 бойцов было, 193, сейчас доводим до 564. Ага. Ну и по районам, по наслегам, как бы этот уже сейчас набираем людей. Вот эта работа ведется. Слушай, а как ты оцениваешь работу волонтеров в прошлый год? Ну, в прошлом Мне году... кажется, не секрет. Ну, то есть ни у кого, наверное, ни одного незнакомого осталось, да, который был бы задействован в этих пожарах. Да, Я сам абсолютно ездил. верно. Да, вы абсолютно прав, ты, Петр, да, что в прошлом году прямо настоящая война была, и вся республика поднялась, в том числе и местные жители этих наследов. Ну, местные, которые вот рядом с тобой пожар, Да, ну, куда да, деваться-то уже, да, Ну и дома спасать, скот волонтерское сдавать, да. движение, вот это, общественники подняли, добровольческий штаб создали, который нам очень сильно помог. Вот для сравнения, да, если ранние годы мы местного населения привлекали максимум там 5000 человек, да, там 4,5 человек по республике, то в прошлом году у нас официально на пожарах зарегистрировано 17,5 человек. То есть в 3,5 раза больше. Масштабы вот этой работы. Поэтому волонтерское движение, добровольческий штаб, конечно же, очень сильно помог. Молодцы ребята, они сами своих ребят оснащали, ну, то есть подготовленные, с этими ранцевыми огнетушителями приезжали. Но мы их, как сказать, прямо на пекло, вот на тушение лесных пожаров не направляли. То есть мы в основном, не подготовлено, конечно. Да, в основном на окаруливании, на дежурстве, чтобы после того, как мы провели все
минерализованную полосу и там обратный отжиг и так далее, чтобы ребята за этим следили. Там же круглосуточная надо этот. Да, организация питания хотя бы, да? Да, да, да. та же самая. Ну. Вот. Давай вот эти ингредиенты пару. Так, видишь. с этого места было интересней, поподробнее. Ну вот это два продукта, которые вот ну, непосредственно я потребляю. Это Сам. Ага. И приверженец. приверженец, это Ну, без особой рекламы, ну, немножко расскажи. да, это коктейль вечерний, Ага. и вот это основной продукт, который мы как бы везде добавляем, это ну, белок. Это изолят соевого белка, натуральный продукт растительный, который очень хорошо усваивается организмом, да, и, соответственно, сразу дает как бы эффект. Ну, то есть мы же потребляем продукты питания для того, чтобы получить энергию. Да. Да. А мы знаем, что вот вечером, например, свинину скушаешь, ты плохо будешь спать, да? Ну да, Понятно. тяжело переваривается. Тяжело переваривается. А для того, чтобы сразу же получить энергию, быть ресурсным, вот эти продукты очень хорошо помогают. Вот. Мы как раз вот вместо муки вот их добавляем на готовку, приготовление и так далее, для того, чтобы отказаться от той же белой муки. Да. Ну, давай. Вот у тебя специальная мне ложечка, там, смотри, есть, да? Мгм. Слушай, ну вообще вот ты же, получается, приверженец. Да. Или это стереотип такой? Конечно же, это стереотип. Ага. На самом деле здесь люди сами выбирают, что ему лучше, как лучше и так далее. Поэтому, Ну да, как говорится, взял, попробовал, ну, помогает, ну, а чего и нет, да? конечно, Ну да. все же хотят быть энергичными, все хотят быть молодыми, резвыми и так далее. Но я хочу сказать, что мне в работе он сильно помогает. У меня очень много командировок, вот летний период, да. И быть в тонусе, можно сказать, вот постоянно днем и ночью, быть энергичным и так далее. Поэтому Без упадка сил, так сказать. да, без упадка сил. А вот части вот той книги, которую я вот озвучил, там, про да, японца? да, про японца. Японского? Ага. Да, надо сказать, что в Японии таких болезней, как вот, инсульт, там, да, и там повышенное давление и так далее, они отдельно его не ставят, то есть диагноза, да. Они говорят, что вот это болезнь, наеденная болезнь, то есть ты сам человек приобрел. Наедаешь, что Ага. да. Переедание. Переедание, там, Неправильное питание, переедание. отсутствие движения, да, вот, и его человека не начинает вот лечить именно вот эти симптомы, да? А от последствий болезни, Да, да? а последствия. То есть отправляют его к диетологам там, да, и там зарядку там, чтобы он делал и так далее, движение, да. Поэтому я очень с этим согласен, да. Вот. У нас же вот совсем наоборот, к сожалению. А бывал в Японии? Нет, Нет, да? пока еще нет. Надо сходить. Надо съездить. Бывал, вообще любишь бывал в путешествовать? Корее, да, люблю путешествовать. К сожалению, не так много приходится, связанные с работой, да, вот этой. Бывал в нескольких странах, но в дальнейшем хотел бы больше путешествовать. Я знаю, что, Петр, ты очень много путешествуешь. Да, Я этот Я однажды читаю. прочитал одну такую вещь, что денег должно хватать на еду, на детей и на путешествие. Все. Да. Все остальное лишнее. Да. Итак, у нас уже практически готово, походу, да? Да, это образовывается небольшой этот, как называется-то? Тесто. Типа теста. Типа теста, да? Опять же, возвращаясь к твоей работе, да, ну вот Бескель отстроили, все нормально, зиму практически приземали, дома все тип-топ. Как сейчас там вообще, как слышно? Ну, все там отстроили,
Ну, все отлично. В домах своевременно все там тепло пустили. Ну и, конечно же, это страшная беда была. Я как раз там присутствовал в это время. Да, мы там с тобой встречались осенью. Да. Вот, нет, вот во время этой трагедии А, в ты там Бескюле, был? да, А. я как раз с командировки возвращался с Мирного. И заскочил туда, и прямо вот пекло вот это попал, получается. Мгм. Там есть рядом еще населенный пункт Кюрелях. Я там Кюрелях. переночевал и доехал. И вот ситуация такая, что вот ветер, который там поднимался в это время, он прямо был ураганный, Шквальный, да. вообще. шквальный. Да. И, допустим, я с Кюреляха ехал в Бескюль, там никаких перекидов не было, все вроде как нормально было. Это я рано утром приехал в Бескюль. А когда уже все это случилось, я обратно уехал, там прямо 5-6 этих перекидов через дорогу, и он дальше ушел, этот пожар. То есть это, стихийное бедствие, можно Ну сказать. да, как стихия сама как будто, да, Да, взяла его. это В любой другой ситуации, мне кажется, это не описать, произошло бы. описать это невозможно. То есть там надо было только принимать правильные решения такие, что было и сделано на самом деле. Ну сейчас, слава богу, все хорошо. Слава богу, все хорошо. Ситуация там нормальная, стабилизировалась. Да, ну вот осенью мы с тобой там встречались, да, там Ага. волонтерский штаб, там, да, прежде ООН, фэшники были, там, да, кто только не помогал всем миром, как говорится, да. Давай сыр. Сыр. Терку, сыр. Терку и сыр. Да, терка, вот она. Сыр, вот он, да. Как питались? Все-таки я опять о своем, о питании, да. Как было организовано питание? Говорят, чисто дошираки, но я что-то не верю в это. Насчет питания, да? Да. Ну, на пожарах, конечно же, о таком правильном питании можно только мечтать, конечно, да? В основном это макаронные изделия, супы из Да, консервы. консервных, да? И также, конечно же, много хлеба едят и мучных продуктов, сахара и так далее. Есть такое, да, но я вот когда езжу сам в командировки, я много воды пью, во-первых. Более 70% человек состоит из воды. То есть, Чуть ли не 80 тогда. да, 80% почти, да. Когда я был маленький, меня так учили. Поэтому Ага. обязательно надо в день выпивать минимум 2 литра воды, чистой воды. Да. Чистой воды. А кроме Это чая, правильно. кофе, Да, супов, да. соков, да. Вот это правило я всегда придерживаюсь. Потом, вот эти продукты все равно я, как бы командировки с собой таскаю. То есть все-таки большая ответственность. Бывает, что мы работаем сутки напролет, и надо быть, можно Готовым, сказать, да. готовым. Да, ни о каком режиме речи не идет, как говорится, да? Да. Мгм. Поэтому вот. А так, ребята у нас полевая кухня, да, там живут в палатках. Мне вот в течение лета, конечно же, приходится также вместе с ними там ночевать и так далее, жить, работать там. Вот. Ну, я вот очень всегда говорю, что большую часть пожара там, конечно же, решают профессионалы, вот эти ребята, которые работают в Якут лесоресурсе, авиалесохране, парашютисты, десантники и наши ребята, вот, трактористы, водители и простые ребята, которые инженера, которые знают, как это делать, да, с какой стороны к этому пожару подойти, что необходимо делать. Вот. В прошлом году мы очень много раз встречались на различных пожарах с Арсением Сергеевичем, показывали, как мы тушим, методику этого всех
работ, которые мы проводим на огромных территориях. Это, большая благодарность тем ребятам, которые работают в таком сложном участке, можно сказать. Вот, мы подготовили сыр, да. Еще чуть-чуть, наверное, да, добавим. Еще чуть-чуть. Чтобы хватило. Вот. Так что пожары это очень сложный участок работы. В прошлом году у нас в 19 регионов приезжали парашютисты-десантники. Более 800 человек, профессионалы также работали у нас на территории в течение 2 месяцев, что ли. Силы Министерства обороны. Я с ребятами летал там на вертолетах, на этих огромных самолетах Ил-72. В Мирном бывал. Вот. Так что, можно сказать, мы стихию эту победили всем миром. Ну да, так и Всем есть. миром. Все регионы работали. С Ханты-Мансийска здесь, Тюмени. Ну да, как говорится, что бы ни Подмосковье. говорили, ну никто не смог такое спрогнозировать, что Конечно. так резко и сильно и мощно, так много что может быть. Да. Слушай, а я, по-моему, тебе не задал вопрос, а как ты пришел в эту профессию? Ну, я по профессии сам, по специальности эколог. Учился здесь, в Якутском государственном университете. Биолог-эколог по образованию. БГФ? БГФ заканчивал. БГФ, да. Жил в 17-м корпусе. Вот. В знаменитом 17-м. Да. Ну и выбрал профессию вот неспроста. Я учился в Верхнеуральске, родился и вырос там, закончил гимназию и проучился вот именно в химико-биологическом классе. Там? Да, в Верхнеуральске. Вот. Кстати, вот промочить руку где можно? Руку промочить. Давай я тебе водичка так. Да? И выбрал вот эту профессию, отучился там. Пойдет? БГФ, ага. И мне вот повезло, что я вот всю жизнь практически сознательную и в Министерстве охраны природы поступил сначала молодым специалистом, ведущим. Потом, После универа. практически после универа, там в нескольких компаниях работал. И Министерство экономики тоже курировал это направление. Также работал я и в правительстве, администрации главы республики, да, когда Егор Афанасьевич был руководителем в секретариате. Вот. Ну и вот после этого вот, крайне с 15 года я вот в лесном хозяйстве. Мне очень нравится. Ну, то есть, получается, ты сделал, скажем так, неплохую карьеру. Да? Да, я карьерой так сильно-то не занимался. Просто приглашали, я и шел и работал. Да, Просто. но это же, абы кого тоже же не пригласят, правильно? Работал бы специалистами всю дорогу, до сих пор сейчас. Ну, не могу сказать. Так получилось, что я уже ветеран охраны природы, можно сказать, Можно все сказать. эти годы. Ага. А, Так, давай, противень. Противень? Ага. Противень, по-моему, надо маслом, да? Нет, бумагу. поменяй. Бумагой? А маслом не надо? Нет. Хватит? Так, духовочка наша стоит нормально. Главное, чтобы у нас вот эти вещи получились. Такие вот дела. Вот очень рад, что благодаря этой работе мы как-то влияем на охрану природы, охраняем его. И есть у нас результаты, можно сказать.
Слушай, а твоя фамилия, это вот у меня тут вопрос есть такой. Корейская, китайская? Откуда? Корейская. Корейская, Значит, да? да, Ага. у меня бабушка чистая кореянка. Она родилась, по-моему, в Уссурийске, да, когда вот у них был какой-то кризис и так далее. И что-то у меня не получается, ё-моё. Не получается? Мгм. Сейчас, подожди-ка. Ну ничего, попробуем еще. Или, по-моему, чуть побольше надо добавить вот этого субстрата, нет? Давай сверху сделаем, чтобы это. Да, может быть, как типа как посыпкой сделать. Угу. Сейчас, подожди-ка, я руку помою. Салфетки. Она родом из Кореи, чистая кореянка. Вот. Жила в Чорапче. Ну, когда стала взрослой и работала, и Чорапчана. Ее именем назвали больницу в селе Чепара. Чопора. Ага. Это от нас близко. Да, вот в сторону этого. На границе с, Ну, вот тарелки. на границе с этим. Между Меган и Да, Кангаласским. я говорю, от нас близко. Я же сам Тюнгулюнский. А, да? Тюнгулю, дальше и вот Чепора же налево, Ага. в сторону Чурапчи. Ну. Как-то так обмакнуть. Всю жизнь она у меня отработала этим акушеркой. Очень много дети появились на ее руках, детей. И ее именем вот назвали это больницу. Вот. Так, ну что-то начинает получаться. Вот. В свободное время я стараюсь выезжать на природу в основном. Мы с детьми очень любим, с супругой очень любим нашу природу. Отдых. Отдых, да, такой активный. Я как в свое время супруге говорил, пока я не объезжу всю республику, я за границу не ногой. Да ладно. Да, была такая у меня как бы бзик, Ага. да, можно сказать, что сначала всю территорию республики надо объездить. Надо типа свою родину увидеть, а потом уже Да. всегда. И много где бывал? Почти во всех районах. Ага. Ну, остался. Просто путешествовал или там по работе, Не, по охоте? в основном по работе. По работе. Я и в Минсельхозе работал, и в правительстве, когда работал, приходилось ездить много. Тогда же еще это отчеты правительства были же выездные. Выездные, да. Да. Ну, как говорится, ну, куда деваться, да? Да, мне это очень сильно нравилось, потому что самобытность вот этой нашего территории, народов и так далее, она Ну, по мне север, да. дорогого Север. стоит. Да, по мне север, например, это уже, да, действительно что-то Так. дорогого стоит. И потихонечку вот Так, сыра. сыра добавляем. Ну, это чисто перекус, который дает питание хорошее, да, организму и энергию. Ненавязчиво. Это мы еще это не спеша делаем, а так буквально там полчаса на скорую руку. Раз, и всё, да. Поставил в духовку и... А мы сейчас духовку Всё. поставим, немножко сделаем и уже посмотрим там результат. Мгм. Да, мы же не будем уже. Сколько ты говорил? 20-25 минут нужно, чтобы, да? Духовочка. Любим повторять, эфирное время у нас не резиновое. Вот так вот. И вот И эти, да? сверху опять же вот этими
А, это уже сверху пойдет, да? Да, сверху. А, да сыр тогда внутри остается. Мгм. А я думал. Так, все понял. Вот. Люблю горы. Тоже. Да, обожаю горы. Первый раз, когда побывал в Тампонском районе, Ага. где эти Сунтар Хаялара, там вот Сунтар эти, да, Хаялара. территории, вообще это для меня было как... Я побывал на другой планете. Очень, Цветные горы Сунтар-Хайда, так и да, переводится. очень был Да. впечатлен. Август там красотами. вообще, да, август красота вообще там, Потом, переливы потом такие. вот эти водопады Мгм. и так далее, это, ну, дорого стоит. Также хочу побывать, побывал еще как-то в командировке в Верхоянском районе, да, тоже. Ну, издалека увидел вот гору Киселяха, М, мечтаю побывать тоже там Мгм. воочию, посмотреть, что это такое. м. Потом А ты че? Ну, очень, очень красивые территории у нас. В Аймяконском районе побывал, тоже люблю. тундре. Тундре, да. Ну, командировка это как больше населенных пунктах, а чтобы так сильно не пришлось там все эти увидеть. Мгм. Так, Так. аккуратно. Мгм. Аккуратно, сейчас можешь жаром Верхняя, отдать. нижняя часть. А вот так. Не, вот сюда поставь. Вот так. Так, закрываем и засекаем время. Открываем. Так, наши положенные 25 минут прошли. Наши хачапурки. О, как вкусно пахнет, а? Осторожно, аккуратно. Так, давай. Так. Немножко Немножко убежала. убежала. Так, чистая тарелка. И как-то надо ее да? Отцепить, выцепить. Мгм. Держи, можешь так, лопаточкой. Осторожно. Прилипло? Липло. Да? А с бумагой будем кушать? Ножиком может быть, да? Ножиком, да, попробуй как-нибудь. Вот этот нож острее, конечно, да. Осторожно, осторожно, осторожно. Ладно, с бумагой довольно. Может бумагу порвать, сюда поставить и как-то так ее. Да. Прямо здесь можно. А если мы ее перевернем и бумагу вот так постараемся этого отлепить, ничего же страшного? Да ничего, А? ничего. Да. Вот так. А надо было все-таки маслом, да, чуть-чуть это промазать ведь. А нет, она нормально отходит. Где? Да. Так. Опа. Это мы убираем. А поставь вот так, туф, вот сюда. И как-то так. Хитро поставь. Сразу видно рука профессионала, который... Да. Не раз попадал в неуклюжие ситуации. Да. Мы же как эти. Если что-то бежит, мы уже Что? Что? Да? по готовке тем более. Да, надо было все-таки маслом, да. А этого чай ничего.
Это опыт. Опыт, да. Это опыт. Опыт сын ошибок трудных. Да. Это Ну опыт. все. Самое Да, главное. да, на камеру показываю. Ну, нормально видно. Давай, нарезай. Я самое, вооружусь. самое главное, ни единого масла, ни муки и так далее. Все, давай пробовать. По-моему, еще надо меньше. Надо, наверное, горячий, скорее всего. Получился тортик, да? Практически. Хачапури по-мигрельски. Там игрельский. Не, я даже вот вытаскивая я сразу почувствовал из духовки. Творог, сыр. Видишь он? Красопета. Практически блин, и он не кома. Да? Вкуснота. Что ж, друзья, я хочу тебе, Руслан, спасибо сказать, что согласился быть гостем моей передачи. И традиционные пожелания. Ну, это без этого никак. Вот на эту камеру, пожалуйста. Нашим телезрителям пару слов буквально. Ну, дорогие друзья, уважаемые зрители, ну, самое главное здоровье, берегите свое здоровье. И вот такие вот лайфхаки, блюда, чтобы вам в этом деле помогали. Ну и, конечно же, как профессионал, прошу вас быть осторожны в лесу, лесопожарный период, чтобы от человеческого фактора у нас ни одного лесного пожара не произошло. Берегите свою природу, нашу природу, любите. Всем добра. А я Петр Цепандин, не перестающий кушать. На этом потихоньку прощаемся. Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. И всего доброго. А мы с Дилустаном продолжаем еще кушать. Да. Ну, красота. Ребятам надо оставить одну эту ватрушечку. Вкусно же. Очень вкусно. Самое главное, здоровая пища. Ну да.